Далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Онкоскрининг теперь доступен жителям Мегино-Кангаласского района. Кабинет открыли на базе ЦРБ. Более 1300 многодетных семей в Якутске в этом году подключат к газу, однако все еще не решен вопрос пропускной способности в некоторых частях города. Ход реализации проекта социального воздействия в сфере образования рассмотрели в Кангаласском районе. Удалось ли повысить успеваемость школьников? Женщина и ребенок пострадали при пожаре в частном доме в Усть-Алданском районе Якутии. Возгорание произошло в частном двухэтажном доме на улице Барашкова в селе Барагунцы. Пострадали женщина и ребенок 2006 года рождения. По данным управления МЧС, информация о пожаре поступила сегодня в 7:36 утра по местному времени. Самостоятельно из здания эвакуировались 4 человека, в том числе 2 детей. По предварительным данным, в доме остался ребенок 2008 года рождения. 28 сотрудников противопожарной службы Якутии и 3 единицы техники тушат пожар на площади 64 квадратных метра. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Региональный оперативный штаб сообщил, что в Якутию поступила новая партия вакцины. Со среды возобновится приглашение на прививку первой дозой. В четверг планируется поступление дополнительной партии. Онкоскрининг теперь доступен жителям Мегино-Кангаласского района. Кабинет открыли в районной больнице в этом месяце. Зоя Герасимова узнавала, как пройти обследование. Активного и раннего выявления злокачественных новообразований в Маинской взрослой поликлинике открыли кабинет онкоскрининга. Главной целью работы кабинета – повышение доступности онкологической помощи путем активного и раннего выявления злокачественных новообразований. Онкоскрининг состоит из анкетирования пациентов, то есть производится с целью отбора пациентов на дополнительное обследование по выявлению онкологической патологии. Лабораторные инструментальные исследования, взятие крови на онкомаркеры, сдают кал на скрытую кровь, отправляем на КТ, маммографию, направляют на магнитно-резонансную томографию, ФГДС. И дальше вот по итогам лабораторно-инструментальных исследований они направляются к врачу-онкологу или к другим специалистам. В Мегино-Кангаласском улусе показатель онкозаболеваемости стоит на первом месте. В связи с ростом заболеваемости в этом году по всей республике открылись кабинеты онкоскрининга. И если, допустим, у них есть наследственная предрасположенность, мать, отец, бабушка, дедушка, или сестры, брат тоже, вот если выявили какую-нибудь онкологию, он может сдать, прийти анализы на онкомаркеры и пройти дальнейшие обследования. Прием производится в районной поликлинике во 2-м этаже в 54-м кабинете. Приглашают на первичный прием всех желающих от 18 лет в будние дни по записи через регистратуру. Зоя Герасимова, Мегино-Кангаласский улус. Более 1300 многодетных семей микрорайона Северный в Якутске в этом году подключат к газу. На эти цели было выделено 108 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы велись 2 года, сейчас идут испытательные работы для запуска газа. Также в 2021-м полностью газифицируют 900 участков, предоставленных семьям, имеющим 3 и более детей в Хатасах. Между тем, во многих районах города ограничена пропускная способность или вовсе отсутствуют сети газораспределения. Из-за этого более 1700 семей не могут получить разрешение на техприсоединение. В рамках выделения средств из бюджета республики планируется мероприятие по разработке проектно-сметной документации. Это у нас по устранению дефицита, да, отдельно. Это получается у нас Марха, улица Набережная, и Соты, Степной, Виктория, Сырдах и Почтовик на Покровском тракте. Это участки, по которым Сахатранснефтегаз выдал наибольшее количество отказов, поэтому в этом году мы будем разрабатывать проектную документацию и в следующем году намерены выполнить строительно-монтажные работы. Более 200 заявок некоммерческих организаций Якутии направили на 2-й этап конкурса Фонда президентских грантов. Они направлены на развитие искусства, бизнес-климата, туризма, также ориентированы на патриотизм, изучение истории и так далее.
Конкурс президентского фонда проводится в 2 этапа. На первом из нашего региона грант получили 33 некоммерческих организации в общей сумме 40 миллионов рублей. Сейчас в регионе действует более 2000 общественных организаций. Очень отрадно, что, например, арктические районы, они, например, тоже подали несколько заявок, что ввиду слабой скорости интернета очень большое достижение. В целом фонд президентских грантов поддерживает, конечно, все направления, но у них есть такие вот некоторые такие стороны, когда они поддерживают именно проекты с большой социальной значимостью, с большим социальным эффектом. Поэтому в этом плане мы надеемся, что достаточно много проектов будут поддержаны. Студентка 3-го курса Арктического государственного института культуры и искусств Тамара Неустроева начала реализацию проекта «Здравое поколение». Он получил поддержку Федерального агентства «Росмолодежь». Чем заинтересовала строгое жюри работа студентки и какие еще у института есть достижения в грантовой деятельности, расскажет наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Проект студентки направлен на то, чтобы каждый мог сбалансировать свою жизнь. Он разработан индивидуально, подходит как мужчинам, так и женщинам. В нем есть все, начиная от регулировки режима сна, труда, питания, личной гигиены до искоренения вредных привычек и даже эмоционально-интеллектуального преображения. Идея у Томы появилась за год, наверное, до подачи заявки. То есть, когда мы начинаем знакомиться с азами проектирования, мы начинаем прорабатывать сначала очень долго проблему, потом прорабатываем идею. И когда она уже была готова к написанию грантов, это был 2-й курс, мы его довели уже, этот проект, до участия в конкурсе. Я как преподаватель, как наставник продолжаю ей помогать, поддерживать, объяснять какие-то моменты, организационно, то есть я веду до последнего своих детей, поэтому мы работаем вот в таком формате. Целью проекта «Здравое поколение» является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Он был заявлен в номинации «Спорт, ЗОЖ и туризм». В рамках проекта на днях в Якутске начался онлайн-марафон, который продлится до 17 апреля. Полностью же реализация проекта завершится в мае этого года. Мой проект был одобрен на грант 190 тысяч, и уже идет подготовка и реализация моего проекта. У меня в данном проекте 4 мероприятия получается. Первое — это онлайн-марафон, который уже идет в Инстаграм. Второе — это семинар от специалистов. Третье — это спартакиада, и уже завершающим этапом является велотур. Я думаю, что подобные проекты должны мотивировать молодежь на занятия спортом и здоровым образом жизни. Хочу уже сделать данное мероприятие ежегодным и из года в год набирать обороты и выйти уже на новый уровень. Также параллельно с Тамарой от института выиграли гранты еще 2 студентки: Елизавета Жиркова с проектом «Танцевальный рассвет» и Виктория Слепцова. Ее работа направлена на популяризацию родного языка у подрастающего поколения. Целью проекта заключается именно популяризация и сохранение языка среди подрастающего поколения. Вы, наверное, все заметили, что в Якутске, в основном все говорят смешанно, то есть на русском и якутском языках. И есть такая опасность, что якутский язык теряет свое значение. То есть мы его забываем, его нужно постоянно практиковать. Для этого мы организуем конкурс видеороликов для школьников с 5 по 8 классы. Это уже не первая победа студентов Арктического государственного института культуры и искусств в грантовых конкурсах, в частности, фонда Росмолодежи. Институт активно занимается подготовкой студентов к проектной работе. Главный плюс — все они действительно претворяются в жизнь и несут пользу нашему обществу. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. Небольшой коллектив Аймиконского районного архива выполняет важную и нужную работу. Через их руки проходит множество документов, которые помогают восстановить семейное древо, события прошлых лет и даже в век высоких технологий. Важность и значимость архивов не снижается. О хранителях истории. Материал Светланы Поцелуевой. Аймиконскому районному архиву 80 лет. На этих полках в определенном порядке хранится история. Нам показали уникальные рукописные документы постановления райисполкома 1930 года.
В нашем архиве есть вот такие вот ранние документы, протоколы заседания районного исполнительного комитета за 30-е годы. Они написаны на латыни по орфографии Новгородова. И было бы очень неплохо, если бы они были переведены, и мы бы могли бы их передать следующему поколению уже на читаемом языке. У каждого из нас хоть раз в жизни возникала необходимость обращения в архив. Ну, основной вопрос – это справки социально-правового характера. Это подтверждение трудового стажа, начисление заработной платы, учеба в школах, уже закрытых, ликвидированных школах, бывшие наши приисковые, участие, неучастие в приватизации приисковых. Кроме основной задачи, возложенной на архивистов, а это сбор, упорядочение и хранение документов, коллектив старается вести работу со школьниками по истории родного края. Дружный женский коллектив Аймиконского районного архива знает, над чем работать и как выполнять возложенную на них великую миссию по сохранению зримой истории нашего Отечества. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Национальная вещательная компания «Саха» получила гран-при Всероссийского открытого телевизионного конкурса «Федерация-2020». За работу «Традиции предков» продолжаются. О жизни семьи потомственных оленеводов Антонины и Дмитрия Голиковых. Церемония награждения прошла в онлайн-формате. Всего в конкурсе приняли участие более 100 телеканалов. Были представлены около 45 тысяч работ. Автор и ведущий программы Олег Колесов, оператор Семен Амосов, режиссер монтажа Василий Ильин, редактор Любовь Гоголева. Гран-при Всероссийского открытого телевизионного конкурса «Федерация». В этом году его получает Национальная вещательная корпорация «Саха», город Якутск. За работу «Традиции предков» продолжаются. Так жюри конкурса оценило работу о жизни семьи оленеводов-эвенов Антонины и Дмитрия Голиковых. Село Тополиное Тампонского района. Площадь района превышает территорию Греции. Плотность населения – 9 человек на 100 квадратных километров. Это арктическая зона Якутии на 66-й параллели северной широты. Один день из жизни семьи, продолжающей традиции предков. К этой минуте пока все, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Носите маски, мойте руки и не забывайте про социальную дистанцию. До встречи в эфире.